Альхамдулиллахи Раббил Алямин, вассаляту вассаляму аля сайидина ва набийна Мухаммад, ва аля алихи ва сахби аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, наши юные друзья. В преддверии подготовки к конкурсу по суре Аль-Фатиха. В конкурсе надо будет прочитать эту суру наизусть правильно, с правилами таджвида, с правильным выговариванием букв. И также надо знать перевод этой суры, перевод дословный. И надо знать тафсир этой суры. И на основе этих трех вещей, то есть чтение суры, одного вопроса по смыслу суры и одного вопроса по тафсиру данной суры, будут выявлены победители. 3 призовых места старшей группы мальчиков, 3 призовых места младшей группы мальчиков, 3 призовых места старшей группы девочек и 3 призовых места младшей группы девочек. Альхамдулиллях. И также всем участникам будут не просто поощрительные подарки, а хорошие подарки, иншаллах. Обязательно все готовимся, все стараемся, время еще есть. Времени еще, альхамдулиллях, много. И касательно тафсира и смысла аятов суры Аль-Фатиха, первый аят, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ба'да а'узу билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, Альхамду лилляхи раббил алямин». Всевышний научил нас говорить Альхамду лилляхи. Что же означают эти слова? Альхамду. Хамед – это мактау, то есть хвала. Хвала. И это слово приходит с определенным артиклем. И в арабском языке определенный артикль, когда его употребляется, речь идет о чем-то известном, конкретном. То есть альхамду, как бы получается хвала известная, конкретная, но в данном случае, оказывается, также определенный артикль употребляется. В данном случае он указывает на то, что вся хвала, абсолютно вся хвала, она для кого? Лилляхи. Ли – это частица принадлежности, она принадлежит, она для Аллаха. Вся хвала, абсолютно вся хвала Аллаху Субханаху ва Тааля. Что же такое хвала? Альхамду. И когда ее мы произносим? Первое. Хвала возносится Аллаху Субханаху ва Тааля в знак благодарности. Аллах Субханаху ва Тааля нам даровал очень много подарков, очень много свои дары, ни'маты. Аллах Субханаху ва Тааля даже сказал: если вы будете пересчитывать ни'маты, которые я вам даровал, вы их никогда не сосчитаете. И когда нам делают, в обычной жизни, когда нам делают что-то хорошее, что-то благое, например, нам подарили какой-то подарок, что мы говорим? Мы говорим мусульманам: джазакумуллаху хайран. Пусть Аллах воздаст вам благом. То есть мы выражаем благодарность. Или мы хотя бы можем сказать спасибо. Нам дают что-то, нам помогают, мы говорим спасибо. И это тоже как благодарность. Мы отвечаем хорошим, благим в ответ на хорошее. И когда Аллах Субханаху ва Тааля нам что-то дает, мы также должны отвечать хорошим. И выражение благодарности языком – это и есть слова Альхамдулилляхи. То есть этими словами мы благодарим Аллаха Субханаху ва Тааля за те милости, которые нам одарил. И про что бы мы ни подумали, куда бы мы ни посмотрели, до чего бы мы ни дотронулись, все это милости Аллаха Субханаху ва Тааля. И домашнее задание: подумайте, сосчитайте милости Аллаха Субханаху ва Тааля. Хотя бы 100, что нам даровал Всевышний. Это первый смысл. Говорим Альхамдулиллях, вознося благодарность нашему Господу. Второе.
Альхамду лиллях, потому что Аллах, субханаху ва тааля, достоин этой хвалы. Даже если бы нас не было, даже если бы Аллах, субханаху ва тааля, нам ничего не дал, у Аллаха, субханаху ва тааля, такие прекрасные качества, такие прекрасные имена и атрибуты, что Он достоин этой хвалы. Он один достоин всей хвалы. Это достоинство нашего Господа. И поэтому Он нас научил говорить «Альхамду лилляхи». Это второе. Первое, в знак благодарности мы это говорим. Второе, потому что Аллах, субханаху ва тааля, это достоин. И третье, есть похожее слово, даже те же самые буквы, коренные буквы, хамада, но в другом порядке. Мадаха. Есть такое слово мадахия. В татарском языке тоже есть такое слово мадахия джарвал. И это слово тоже переводится как хвала. Но в чем разница? Хамду, оказывается, говорится только с любовью, только с возвеличиванием. А мадахия может говориться без любви. Например, приходит кто-то к царю и давай ему возносить некую оду, хвалебную оду, рассказывает ему стихи, поет ему песни. Ты царь такой-то, ты царь секой-то, ты столько блага делаешь. И вешает этому царю на уши макароны, лапшу. Для чего? Хочет от этого царя что-то получить или хочет защитить себя от вреда этого царя. Ну, то, что он говорит, это нет у него в сердце. У него это исходит с языка, но нет этого. В душе нету в сердце. И таким образом он говорит мадхия, но не говорит хамд. И, ребята, третье получается у нас что? Когда мы говорим альхамду лиллях, мы это говорим искренне. Только тогда это будет настоящее альхамду лиллях, которое выходит из нашего сердца. Мы это говорим искренне, возвеличивая нашего Господа. Говорим альхамду лиллях в знак благодарности. Говорим альхамду лиллях, потому что Аллах, субханаху ва тааля, этого достоин. И говорим альхамду лиллях искренне, с любовью к Аллаху, субханаху ва тааля. И еще очень интересный момент, смотрите. Аллах, субханаху ва тааля, научил нас здесь говорить альхамду лиллях, хвала принадлежит Аллаху, вся хвала Аллаху, но не научил нас говорить «Я хвалю Аллаха». То есть здесь использовано исм, имя. Здесь не использован глагол. И муфассиры обращают внимание, субханаллах. Если бы, например, мы говорили «Я хвалю Аллаха», да? Мы можем задать себе вопрос, когда я хвалю Аллаха? Я сейчас хвалю Аллаха? Или я похвалил, я воздал хвалу Аллаху? То есть я воздал уже хвалу Аллаху в прошедшем времени? Или я буду восхвалять Аллаха, то есть в будущем? Если бы мы сказали глаголом, да, фиаль бы использовали, мы бы сказали либо в прошедшем времени, либо в настоящем времени, либо в будущем времени. Субханаллах. Какое красноречие. А слова альхамду лиллях нет у него времени. Нет у него времени. Всегда. Всегда вся хвала Аллаху субханаху ва тааля. Субханака Аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илляха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк. Ва джазакум Аллаху хайран. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.